Новый главный тренер Алании провел свою первую пресс-конференцию. Набравшись практического опыта в Казахстане, Заур Тидеев отклонил предложение из Болгарии и подписал контракт с родной командой. Я, честно сказать, я даже не раздумывал, потому что отказывать я не имел права в данной ситуации, даже с точки зрения моральной основы. Поэтому то, что в моих силах, я обязан сделать это для того, чтобы команда состоялась, самое главное. Вы знаете, что нам сейчас надо завершить чемпионат, который мы начали сегодня. Команда, может быть, не на самых хороших позициях находится, но мы, во всяком случае, готовы и стремимся к тому, чтобы сделать команду сильнее. Особое внимание Заур Тидеев обращает на детско-юношеский футбол в республике. По мнению главного тренера Алании, возрождение команды невозможно без развития юношеского футбола. В качестве примера он привел Германию, где к концу 90-х годов сложилась печальная ситуация. Но благодаря грамотной работе с молодежью и со школами немецкий футбол вернул себе лидирующие позиции во всем мире. Если вот эту проблему начать над ней работать, то я думаю, наши проблемы в российском футболе начнут сужаться. И такие футбольные клубы, как Алания, не будут теряться, потому что футбольный клуб Алания, мы можем смотреть игры премьер-лиги, сколько противостояний между осетинами возникает в том или ином туре. Практически в каждом туре играет осетин против осетина, так сказать. То есть, значит, мы можем давать талантов, значит, они у нас есть, но к ним нужен иной подход, их надо учить, их надо обучать. И вот это, я считаю, самой важной проблемой сегодня в российском футболе, и также в Осетии. Тяжелая финансовая ситуация заставила Заура Тидеева принимать непростые кадровые решения. Сегодня клуб полностью укомплектован исключительно местными воспитанниками. Более того, в ближайшее время придется попрощаться со всеми футболистами старше 90-го года рождения. Помимо этого, планируется сокращение игроков. На сегодняшний день в составе Алании числится 35 футболистов. Для полноценных тренировок, по мнению Заура Тидеева, необходимо 21-22 полевых игрока. Подводя итоги, можно сказать, что у нового тренера Алании есть четкое понимание и видение развития не только клуба, но и республиканского футбола в целом. Без лишних иллюзий относительно виртуальных спонсоров, без больших надежд на поддержку государства. Работа будет вестись непосредственно с футболистами, а это обязательно даст результат. Фатима Дзываева, Тимур Мазаев, Олег Рамонов, Осетия ТВ.